В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте, вот о чем расскажем вам сегодня. В 6 районах Якутии завершился отопительный сезон. В Тампонском районе он завершен частично. Каскад Вилюйских ГЭС приступил к холостым сбросам. Начался ответственный этап прохождения активной фазы весеннего половодья. Паромная переправа Дыркылах готовится к началу летней навигации. На двух берегах идут работы по благоустройству. Символ тепла, солнца и начала долгожданного лета. В Якутии сегодня отмечается Николин день. Танец, спорт, весна. Под таким лозунгом в Якутске прошел республиканский фестиваль по танцевальному спорту. Социальный фонд России в беззаявительном порядке начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода. Уточняется, что пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенный отказ ранее противоречит новым правилам. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить через портал уже 22 мая. Отопительный сезон полностью завершился в 6 районах – Чурапчинском, Татинском, Амгинском, Алекминском, Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском. А в Тампонском районе батареи остывают частично. В северных и арктических улусах коммунальщики продолжают следить за погодой. По правилам отопление отключают только когда среднесуточная температура стабильно держится выше плюс 8 градусов. 5 дней подряд и важны не дневные плюсы, а именно средний показатель с учетом ночных похолоданий. Напомню, что отопительный сезон стартовал в республике еще в сентябре и прошел в штатном режиме. А теперь шаг за шагом Якутия переходит на летний график. Каскад Вилюйских ГЭС приступил к холостым сбросам. Начался ответственный этап прохождения активной фазы весеннего половодья. Подробности в следующем сюжете. На каскаде Вилюйских ГЭС начался ответственный этап пропуска весеннего половодья. Учитывая развитие половодья по многоводному сценарию, специалистами принято важное решение открыть сегментный затвор водосброса для холостых сбросов воды из водохранилища. Этот шаг, согласованный с межведомственной рабочей группой по регулированию режима водохранилищ Вилюйского каскада и Ленским бассейновым водным управлением, призван обеспечить безопасность гидротехнических сооружений при прохождении половодья. Регулирование режима Вилюйского водохранилища осуществляется на основании правил использования водных ресурсов и регламентируется указаниями Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. В этом году, по условиям обеспечения безопасности гидротехнических сооружений мы открылись 18 мая. И эти холостые сбросы планируем осуществлять примерно до 5 июня. Холостые сбросы позволят сдержать рост уровней воды, предотвратить переполнение водохранилища и исключить недопустимое воздействие на гидротехнические сооружения напорного фронта гидроузла. Сейчас суммарный расход через гидроузел Вилюйских ГЭС-1 и 2 составляет около 1800 кубических метров в секунду. Это обычная величина сбросов для данного периода. С 6 июня планируем продолжить сбросы, но уже в качестве навигационных попусков для обеспечения судоходства в нижнем течении реки Вилюй, которые будут продолжаться примерно до 20 июня. С учетом времени добегания, таким образом мы обеспечим судоходство примерно до 25-26 июня по реке Вилюй. Гидрологическая обстановка находится под неусыпным контролем. Режим сбросов будет корректироваться в реальном времени, исходя из динамики половодья и фактических показателей притока воды. Энергетики непрерывно работают, чтобы гарантировать бесперебойное и безопасное функционирование Вилюйского каскада, обеспечивая стабильное энергоснабжение региона. Анна Васильева, Мирный. В зоне особого внимания река Колыма, ледоход на водной артерии, проходит по территории Верхнеколымского района. Традиционно под затопление попадает взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка. В режиме ожидания находятся 2 рабочие группы под руководством начальников МЧС России по Якутии. Об этом сообщили на заседании комиссии ПЧС во главе с ее председателем Айсеном Николаевым. Также внимание уделяется реке Лени, где ниже поселка Сангар образовались ледяные заторы. Руководителям региона дано поручение по отслеживанию ситуации и в случае чего произведению взрывных работ.
С целью координации действий органов управления сил на территории Республики Саха-Якутия продолжают работу 3 межведомственные оперативные группы Главного управления. Это оперативная группа «Лена» по территории центральной части Якутии и по реке Лена. И также 2 оперативных группы «Колыма-1», «Колыма-2». Это в городе Среднеколымск и населенном пункте поселок Зырянка. На сегодняшний день также в составе 46 человек, 13 единиц техники, 2 воздушных судна МЧС России и 4 беспилотных авиационных системы. В новую летнюю навигацию этого года с изменениями паромная переправа Якутск-Нижний Бестях готовится к открытию сезона. На 2 берегах идут работы по благоустройству. Что остается сделать до старта навигации, знает Вероника Таюрская. Работы по благоустройству одной из главных переправ начались с понедельника. Несмотря на увеличение уровня воды в районе Дарклах и на отсутствие электричества, работы по облагораживанию ведутся на постоянной основе. В данный момент идет интенсивная подготовка береговой инфраструктуры, значит, и в Якутске, и в Нижнем Бестяхе. Соответственно, монтаж шлагбаумов, светофоров, которые на зимний период находились на консервации, выравнивание полос движения для автомобильного транспорта и подготовка причальных сооружений, то есть самих причалов. Для этого завезено уже инертные груза, скальный грунт, значит, который будет использоваться, потому что причалы, те, которые были под водой, они, в общем-то, сейчас мягкие, размокшие, их нужно будет укреплять уже твердым грунтом. Главным изменением в нынешней навигации стало увеличение количества полос в накопителях. Их стало больше как в Якутске, так и в Нижнем Бестяхе. Так, в столице республики их число прибавилось на 2, на другой стороне на 3 полосы. Это сделано для того, чтобы автомобили не стояли на обочине, а ждали своей очереди в самом накопителе. Ну а пока продолжается работа по ремонту самих паромов. Практически 90% флота уже готовы, остались только небольшие формальности, там регулировка, предъявление контрольным надзорным органам. Ну а так в целом, да, теплоходы готовы, экипажи готовы, все настроены на хорошую работу. Уже в ближайшие дни будет совершен первый пробный рейс в этом году по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Все будет зависеть от наличия оставшегося льда на реке. В первое время на линию выйдет 7 паромов. Но в жаркий сезон их станет 14. Режим перевозки автотранспорта не изменился и остался, как и годом ранее, с 5 утра до 12 ночи. Сегодня уже по реке Лена идет редкий ледоход. Сегодня мы в районе городского круга города Якутска, Хангаласского района, Усалданского района уже изучаем вопрос о работе паромных переправ. Ну и паромы мы где-то планируем числа 25-26 уже первые рейсы совершить. Госкомцен Якутии утвердил цены на нынешнюю навигацию. По сравнению с прошлым годом стоимость проезда легковушки увеличилась на 12%. Для грузовых машин и спецтехники подорожание составило 5%. Так, цена для легкового автотранспорта составит от 1390 рублей до 1920 рублей. Для больших грузов от 2230 до 5000. Мотоциклисты и мотороллеры заплатят за своих железных коней 380 рублей. За переправу людей, отметили в ведомстве, перевозчики вправе сами устанавливать цену за билет. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. В Якутске успешно прошли пожарно-тактические учения в одном из торговых центров столицы. В рамках плана возгорания произошло в здании на 2-м этаже, причиной которого стало короткое замыкание. Администрация оперативно эвакуировала работников и жителей, а на место выехали бригады Якутского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара. По полученным данным диспетчера, в здании находилось 11 пострадавших. В рамках учений было задействовано 15 единиц техники и более 50 человек и личного состава. Сложность объекта заключается в массовом пребывании людей. Здание пятиэтажное, на каждом этаже находятся магазины, также находится много людей. Целью учений была отработка навыков ведения боевых действий по спасению людей и тушению пожара в торговых центрах. Были отработаны действия администрации объекта и пожарно-спасательных подразделений по эвакуации и тушению пожара. Провели спасение людей звеньями ГДЗ через маски спасаемых, через эвакуационные пути. Также задействован автотелескопический подъемник на спасение людей с кровли. Администрация объекта, пожарно-спасательные подразделения и взаимодействующие службы отработали в полном объеме.
За прошедшую неделю в Якутии, а также по госпитальному направлению в Ростове-на-Дону психологической помощью охвачено 200 участников специальной военной операции и членов их семей. Проведено 230 индивидуальных и групповых психологических консультаций, включая повторные занятия и сопровождение. С 1 по 5 июня совместно с психологическим факультетом Московского государственного университета имени Ломоносова пройдет ряд специальных мероприятий. Одно из них предназначено для специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями. Также состоится цикл занятий для вдов участников СВО, воспитывающих детей в возрасте от 5 до 10 лет. Участие в мероприятиях бесплатное и конфиденциальное. Всего запланировано 5 занятий. По номеру 8 800 135 50 работает круглосуточный республиканский телефон доверия. Обращение к нам анонимный, конфиденциальный. Можно записаться под псевдонимом. Для участников спецоперации, подтвержденных членов их семей, а также по иным кризисным направлениям, услуги Якутского республиканского психологического центра бесплатны. Данное направление ведется по поручению главы Якутии Асены Николаева под личной координацией заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной. Всю неделю в Нерюнгри работала мобильная бригада офтальмологов. Врачи проводят операции по удалению катаракты. Это уже 4-й приезд специалистов в столицу Южной Якутии для оказания высокотехнологичной медицинской помощи местным жителям. Слегка, но единичку видно. Забирайте голову. Ну это уже чересчур единичку. Не, ну, вы смотрите 80%, из коррекции слегка единичку вы смотрите. Слегка единичку с коррекцией. С коррекцией. А так 80% тоже очень хорошо. Очень хорошо. Уже в 4-й раз в этом году прибывает бригада мобильных офтальмологов, чья миссия – вернуть ясный взгляд жителям Нерюнгри. В этот раз прооперировано 70 катаракт с города Нерюнгри, 16 катаракт с поселка Чульман. Также было 2 с Йенгры, 1 с Тамота. Также помимо катаракт было выполнено интравитральное введение гиперангиогенеза с такими заболеваниями, как диабет, макулярная дегенерация возрастная. Таких пациентов было 16 человек. Николай Осипов заметил, что стал хуже видеть. Сразу обратился в офтальмологический центр. После проведения необходимого обследования пациенту провели операцию по удалению катаракты, которая заняла не более 20 минут. Уколы там сделали, посмотрели, все. Давление проверили, все. Хирург тоже замечательный. Сделали, как говорится, спокойно, красиво. Ну, это... Ваши ощущения до операции, после, есть разница? Конечно. Земля и небо. Состав мобильной бригады – это врач-офтальмолог и медицинская сестра, которые работают совместно с нерюнгринскими специалистами. Вниз. Все хорошо. Все, да? Можно домой, да? Да, домой приходите, сразу капли закапываете, повязку обратно прикрепляем. Подождите, повязку обратно прикрепляем. Спим с повязкой, завтра приходим на повторный осмотр к 10 часам. Операции проводятся с использованием современных технологий, являются малоинвазивными и позволяют пациентам восстанавливаться в кратчайшие сроки. После вмешательства, которое проводится под местной анестезией, люди могут не только вернуть привычную остроту зрения, но и снова наслаждаться всеми красками жизни. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутске прошел круглый стол, где обсудили вопросы помощи ветеранам, занимающимся и решивших заняться предпринимательской деятельностью. Свои успешные проекты представили выпускники специальных программ обучения, получившие государственную финансовую поддержку. Всего за прошедший год более 100 участников СВО открыли свой бизнес. Мы делимся тем опытом реализации мероприятий по поддержке участников специальной военной операции, членов их семей через наши образовательные проекты, проекты по сопровождению бизнеса и услуги Центра «Мой бизнес» и Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Кроме того, у нас уже есть успешные кейсы в рамках круглого стола, они уже делятся своим опытом, как они начали и как они уже реализуют свой бизнес. Я думаю, что мероприятие очень полезное и в том числе для тех, кто в дальнейшем будет пользоваться нашими услугами. К бою готов. Первый турнир по тактической медицине среди школьников и студентов СПО прошел в Якутии. Мероприятие провели в честь участника СВО Айсена Скрябина. Подробности в следующем сюжете. 11 команд из школ и средних образовательных организаций Якутска приняли участие в турнире. В каждой команде по 8 человек, каждый из которых выполняет свою отведенную роль. Среди них командир отряда, медики, санитары, а также охрана группы. Я в своей команде, я командир, также имеется медик и 4 стрелка-санитара.
То есть моя роль это я получаю информацию от нашего бойца, я ее принимаю, мы выдвигаемся к нему, эвакуируем, приносим медику и ему докладываю его состояние. Мы готовы на все 100%, но от турнира я ожидаю только сплочения, чтобы у всех все получилось, ну и победить сильнейший. По легенде соревнований, отрядам предстоит спасти раненого бойца, пройдя специальную полосу. Им предстоит пробежаться по траншеям до пострадавшего, обезопасить территорию эвакуации от противников, оказать первую помощь раненому и вывести его из зоны боевых действий. Будем оценивать слаженность, насколько они правильно с точки зрения тактики передвигаются на открытой местности по окопам. Также будем оценивать, как они оказывают помощь, как накладывают жгуты, как делают перевязки и так далее, как осматривают раненого. Турнир в Якутии проводится впервые. Он посвящен участнику СВО Айсену Скрябину, кавалера Ордена Мужества, который был командиром медицинского взвода. Мы сейчас выполняем задачу нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы готовим новое поколение молодежи. Вся молодежь, которая сейчас находится на нашем обучении Центра ВОЕН, они полностью проходят тактических медицинов, огневую подготовку и строевую подготовку. В связи с этим у нас проводятся соревнования по направлениям. Данный турнир станет ежегодным соревнованием, которое поможет приобрести ценные навыки. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Конкурс сочинений, опаленный войной, завершился в Якутске. Каждая творческая работа отражала личные воспоминания о членах семей, участвовавших в Великой Отечественной войне или специальной военной операции. Всего на конкурс поступило 105 сочинений из разных уголков республики. Лауреатов выявили в 3 возрастных категориях – от 14 до 23, от 24 до 35 и от 30 лет и старше. 2 победы одержали представители Мирнинского района, 3-й диплом достался жительнице столицы республики. Мое сочинение было посвящено памяти, которая хранится в каждой семье. Я, работая учителем в школе, в преддверии 9 мая готовим проекты, где дети рассказывают о своих знаменитых родственников, знаменитых для них. Многие уже ушли из жизни, их родственники, но эту память они хранят. И я, как учитель, вижу в каждом ребенке, в их глазах ту светлую надежду, светлую память. Студенческие строительные отряды готовятся к трудовому сезону. Так, более 3000 молодых людей будут задействованы в разных направлениях работы, в том числе студенты готовы строить и ремонтировать социальные объекты и дороги. 300 молодых людей помогут в сельском хозяйстве. Половина из них поедут на Камчатку, Сахалин или в Хабаровский край на обработку рыбы. Около 30 молодых людей будут задействованы в сборе яблок в Липецкой области. Помимо этого, стройотряды планируют работать вожатыми в детских лагерях, в благоустройстве населенных пунктов и устранении последствий паводков, а также на тушении лесных пожаров. Наши традиционные направления все мы тоже охватываем. Это и строительные отряды, педагогические, сервисные, медицинские, отряды проводников, путинные, сельскохозяйственные и так далее. Все мы тоже охватываем. Трудовые отряды подростков также у нас будут работать. Но обновленным, новым, скажем, являются навигационные отряды. Все готовы ударно отработать этот трудовой сезон. И вот уже 5 июня в этом году мы откроем торжественно наш летний трудовой сезон. Только к победе. В национальной вещательной компании «Саха» прошел 2-й благотворительный концерт «Своих не бросаем» в поддержку бойцов спецоперации. Его участниками стали работники компании, среди них операторы, корреспонденты, ведущие программы и техники. Сама же организация поддерживает военнослужащих СВО с самого начала проведения спецоперации. Волонтеры компании повсеместно готовят адресные посылки, а также плетут маскировочные сети, которых было подготовлено и отправлено уже более 250 штук. Все средства, которые поступят сегодня от нашего концерта, конечно же, мы направляем в волонтерский добровольческий отряд «Добровольцы». И такие концерты мы будем делать и впредь. Это у нас 2-й концерт, как я уже сказал. Ну и думаю, что к осени сделаем еще один концерт. И, в общем, мы, как у нас называется концерт, «Своих не бросаем», мы компания «Своих не бросаем».
В России готовят новые правила для самокатов, электроскутеров и других средств индивидуальной мобильности. К 2027-му планируется разработать единый межгосударственный стандарт, который четко определит, какими должны быть эти устройства и как безопасно ими пользоваться. Над документом работают Росстандарт, Минпромторг, МВД и Минтранс при участии Института НАМИ, чтобы наконец навести порядок в сфере, где технологии опередили законы. Стандарт пропишет классификацию транспорта, технические требования к производству и условия эксплуатации. А параллельно ведомство проработает законодательное закрепление прав и обязанностей пользователей. В Якутии отмечается День Сыйлыка. Праздник посвящен традиционному переезду на летние пастбища, где якутяне ежегодно занимаются разведением крупного рогатого скота, выращиванием картофеля и другими видами сельского хозяйства. Также 22 мая отмечают Николин день, начало долгожданного лета. Вся республика отмечает День Сыйлыка, который утвержден указом главы республики Арсения Сергеевича Николаева именно как национальный праздник жителей нашей республики, именно сохраняя и передавая из поколения в поколение традиции народа Сака. Этот праздник был установлен для того, чтобы поддержать тружеников села, жителей именно сел, которые своим ратным трудом прославляют нашу республику. На площади Орджоникидзе прошла яркая концертная программа с участием звезд якутской эстрады. На ярмарках представили якутскую одежду, украшения, поделки из дерева и национальные блюда. Собравшиеся смогли сыграть в любимые народные игры из детства. Некоторые соревновались в конкурсах традиционной готовки прямо на улице. Кроме того, отличившихся работников в сфере сельского хозяйства наградили почетными знаками. В сельском хозяйстве я работаю с 2005 года. И, по требованию своей души, можно сказать, душа выбрала сельское хозяйство как созидающую отрасль нашей экономики. Сейчас активно завершается, можно уже сказать, переезд в летние стойбища. Начинаются весенне-полевые работы. Поэтому всех поздравляю, желаю обильного молока и урожайного года. Также в Якутске состоялось торжественное открытие этнопарка Итык-Сирь. Он будет круглогодичным. Его территорию украшают деревянные фигуры. Алгасчит, дети, лошади, кобылы и жеребята. В обустройстве парка участвовали мастера Якутии, среди которых Николай Чотчасов, Дмитрий Постников, Егор Степанов и другие. Форма комплекса круглая, все построено по канону. Танец, спорт, весна. Под таким лозунгом в Якутске прошел республиканский фестиваль по танцевальному спорту. Участие в мероприятии приняли как спортсмены и пары различной возрастной категории, так и гранд-сеньоры от 60 до 75 лет. Всего фестиваль собрал 485 танцоров из 11 клубов. При этом гвоздем программы стало показательное выступление абсолютных чемпионов Европы Дениса Санникова и Аллы Захаровой из Москвы. Сюда, в Якутию, их привезла тренер чемпионов, судья международной категории Дина Ходос. Как отметили ребята, для них участие в якутском фестивале – это прежде всего опыт. Какие-то новые эмоции, потому что мы уже здесь первый раз. И поэтому что-то новое почувствовать, какой здесь паркет, какая здесь атмосфера. Вот. Все новое, в общем. Чтобы нас увидели добрые люди, мы им понравились, показать, как мы работаем. Нашу работу наших тренеров. Прекрасные соревнования, организовано все на высшем уровне, великолепный зал, свет, паркет, большие молодцы. Республика Саха-Якутия очень постаралась. Действительно событие значимое, большое, красивое, и мы желаем только развития. Сам фестиваль состоялся уже в третий раз. Мероприятие традиционно проходит в двух категориях – массовый спорт и спорт высших достижений. Отличие заключается в опыте спортсменов. К примеру, последняя категория – это площадка для танцоров, чьи мастерство и профессионализм служат примером для остальных участников фестиваля. При этом, как отметил президент Союза танцевального спорта Республики Людмила Николаева, сегодня в их базе насчитывается 250 уникальных танцоров, из которых половина занимается спортом высших достижений. Второе направление: мы должны поддерживать как можно больше организацию и проведение спортивных мероприятий. Потому что каждому спортсмену нужно показывать свое мастерство на спортивных турнирах. Надо
соревноваться и оценивать свой уровень со спортсменами из других регионов. Поэтому это тоже в наших планах развивать наш спортивный турнирный календарь. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.